здоровому человеку спорт не нужен, а больному противопоказан. Ага. Риск порвать сухожилия у курящих пациентов в несколько раз выше. Антропометрически ингуши подходят для хоккея. Можешь посмотреть. Положи руку свою под голову, тебе ее вот так хватает. Подушка не нужна. Всевышний дал такую чудесную вещь, что он, как несмотря на все усилия врачей, выживает и справляется. Приветствую вас, дорогие друзья, у себя на канале Waycast. Сегодня у меня в гостях травматолог, ортопед, а также еще и хирург, а также еще и кандидат медицинских наук Муса Назирович Майсигов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Меня вообще беспокоит? Сейчас идет большой тренд на вот это вот здоровье, здоровый образ жизни. Миллион всяких коучеров, тренеров, врачей в Инстаграме тебе столько всякого рекомендуют. И это не ешь, это повторяй 15 раз в день и так далее, и так далее. Как не сойти с ума в этом всем, не удариться в это и также не пренебречь своим телом? Ну, я баланс. могу сейчас сказать те советы, которые имеют реальное значение. Первое. Нужно спать достаточное количество времени. Это важно. Сон должен Это быть стабильно у всех или все-таки полноценный. индивидуальный параметр? Ну, практически стабильно у всех. На самом деле у тебя есть возможность посмотреть, как ты можешь проснуться не уставшим и в целом быть бодрым целый день. Мгм. Да, это зависит от перехода фаз сна. И фазы сна можно определить разными способами. Можно простыми. Ну, например, поставить датчик движения, который будет смотреть, в какое время ты больше шевелишься или меньше шевелишься. Мгм. Мгм. Как правило, в быструю фазу сна одно поведение, в медленную фазу сна другое. Дальше есть более сложные методы. Сонография. Это фактически энцефалограмма, Мгм. которая отслеживает твои ритмы мозга электрические и смотрит, в какой момент какие электрические ритмы преобладают. И в фазу там быстрого сна одни, в фазу медленного сна другие. И тебе, когда дают анализ этой информации, ты можешь примерно понимать, что там за 4 часа ты можешь выспаться. Мгм. Но дело в том, что, и это очень важный момент, пока еще до конца это не изучено, как работает, и больше даже это предположение, чем реальный факт. Дело в том, что у нас во сне очень многие процессы репарации начинают работать. Почему я так говорю? Да? Ну, как бы это не очевидная вещь, никем это не доказано. Но когда человек, я как травматолог сейчас могу сказать, экспертное мнение высказать, когда человек попадает в состояние, при котором он находится в коме длительное время, очень часто из этого состояния люди выходят обычными нормальными людьми. Точно та же память, точно те же наборы умений, навыков, знаний. Но у него плохо ходят ноги. Не потому, что он их не тренировал, он там лежал, а потому, что у него развивается такая вещь, которая называется гетеротопическая осификация. Монстр какой-то. И это вокруг суставов сустав начинает замуровываться в кость костями со всех сторон. Ага. И считается, что, не считается, но как бы одно из объяснений это то, что в этом состоянии, в состоянии сна фактически, да, бессознательном, работа мозга такова, что подключается одна из древних частей мозга, находящаяся в глубине, то есть не кора, там, черная субстанция, другие базальные ядра, просто базальные ядра, которые и включают эти процессы регенерации, репарации, в том числе в костях. Мгм. Поэтому важно для человека спать достаточное количество времени, то есть отдыхать, быть в состоянии отдыха. Ну и помимо всего, это нормализует гормональный фон, кортизольный фон, который тоже должен быть правильным. Кортизол в определенный момент входит в пик, потом уходит. И в этот момент тебе важно спать, потому что тогда ты будешь спать и высыпаться хорошо. Не считая циркадных ритмов и так далее. Что такое циркадный ритм? Это ритм смены дня и ночи. Да. Да, то есть светло – это день, темно – это ночь.
И это очень сильно управляет нашим поведением, нашим восприятием мира и в том числе даже генетикой управляет. То есть в этот момент там чуть больше может быть отложение. То есть если человек не выходит на улицу, сидит целыми днями, то есть в темноте дома, у мозга может быть ощущение, ну, переведем на простой язык, да, что это темное время года, все время темно, зима. Надо не тратить жир, обрастать им и так далее. Накапливать его, да. Да. Ну, и таких моментов много. Дальше. Это действительно правильное, сбалансированное питание. Для этого не надо искать какие-нибудь, знаешь, там артишоки из шампани. Нет, таких сложностей нет. Конечно, хорошо. Суперфуд – это хорошо. Пророщенные зерна пшеницы там, и так далее. В них есть определенный смысл, поскольку, да, там есть кладезь витаминов и так далее. Но обычная, простая, как в кликбейте, да, простой, советский, многоточие. Там гречка, не знаю, даже картошка, в принципе, в ней ничего сверхъестественно катастрофического нет, если она адекватная картошка. Там отварное мясо, какой-нибудь не густой соус, какой-нибудь простой напиток. А дальше вся эта вот история начинает обрастать, понимаешь? То есть какой-нибудь напиток, но это не значит, что 6 чашек кофе. Это вода. И это не значит 5 стаканов апельсинового сока. Это целая тонна сахара. Кола. Дальше. Это какой-нибудь простой соус. Но частенько соус – это реально 5 ложек сахара. Да. Тоже здесь нужно очень аккуратно подойти. На самом деле здоровая еда может быть вполне себе вкусной. Я, например, обожаю цветную капусту. Просто могу ее грызть часами. Мне тоже нравится. Но она полезна, у нее нет явных отрицательных каких-то моментов, низкокалорийная. Но вот это вот есть же загон по поводу Потребление и траты. БЖУ. Белки, жиры, углеводы. Там 50% углеводы. Он очень условен. Если мы возьмем человека, занятого тяжелым физическим трудом, ему нужны углеводы. Потому что мышцы для своей работы в первую очередь поглощают углеводы. Это быстрая возможность в мышце получить энергию. Все остальное не дает быстрой энергии. Все остальное – это очень медленная энергия. Все остальное – это энергия сохранения. Да, есть, конечно, она. Даже у углеводов есть медленно поступающие углеводы, да, сложные какие-то углеводы, там, крахмалы и так далее, протеогликаны. Дело в том, что на этом, кстати, основано вот эти самые спортсмены, которые в спортзале занимаются, агрессивно занимаются, наращивают мышечную массу. Они вынуждены вначале пить, там, есть углеводы в большом количестве, изоляты или что-то еще, бананов, там несколько штук съесть, фиников пригоршню съесть, потому что без этого просто не могут дать агрессивную работу мышц. Дальше это сочетание работы, которая тебе нужна, интересна или нужна. Там, ну, она может быть неинтересной, но нужной, или не нужной, но интересной. И времени на себя, удовольствие, да, о котором мы вначале говорили. Ну, то есть там, это может быть чем-то простым, прогулка в парке, чтение книги, там, кому как, просто без перегибов. Да, все что угодно. Это компьютерная игра, это никаких вопросов. Потому что не 10 часов подряд, да? Желательно. Полчаса. Ну и окей, наслаждайся этим, никаких вопросов нет. Еще что-то, да? То есть то, что занимает твой мозг, позволяет тебе не выгорать. И важный момент – это активность физическая. Физическая активность очень важна. И я сейчас не говорю о спорте. То есть не обязательно заниматься агрессивно спортом каким-то там. 3 раза в день, 3 раза в неделю по 2,5 часа выматывать себя в спортзале. Ты можешь вполне себе походить час в день, и этого будет вполне нормально для активности физической. Дорога на работу туда считается? Почему нет? Все считается. Ну, на самом деле, я подсчитывал. У меня, казалось бы, на машине приехал, парковка у здания, там работы. Но там набегает на машине уехал, а там смотришь на эту штуку. 6 тысяч, 7 тысяч шагов. Да.
А тут я представляю, если бы я от метро шел, там сколько минут, 15, и до метро, и от дома, ну, как бы уже десятка, пятнашка, ну, вот тебе и активность. Она в целом нормальная. Просто в зал приходится ходить. Почему? Потому что у нас потребление частенько превышает расход, который мы делаем. Мгм. Пирожное так, вот такое, чай так с 4 ложками сахара. И, естественно, не у всех метаболизм такой, чтобы это все загасить. И, естественно, кому-то приходится дольше там торчать. Кому-то и для красоты, кому-то для уверенности в себе, а кому-то потому что он слишком много покушал, да, и ему надо избавиться от этого. А вообще, я много где смотрел, есть разные показатели нормы количества шагов в день. Нет Где- такого. Нет, где-то 8, а где-то 12, где-то 6 я Есть, смотрел. есть исследования. Ну, во-первых, нет понятия нормы. Мгм. Потому что, ну, она, во-первых, начинается, точнее, подход к этому должен начинаться с возраста. Мгм. Извиняюсь, Мгм. ребенку не надо 20 тысяч шагов в день ходить вообще, но он их просто выбегает сам по Да. себе. Да. Да и старику многовато 20 тысяч шагов. Ему и не надо, у него метаболизм медленный, он как бы в Мгм. этом не нуждается. Раз. Второе. Какой вес, какая мышечная масса, соотношение мышечной массы к общей массе, какой биоимпеданс и так далее. То есть там целый ряд на миллион километров условий, которые могут на это влиять. Мгм. Мгм. Есть люди, которые... Они действительно есть. Когда говорят, что нет, это чит, там, они там где-то подъедают втихаря. Нет, действительно есть люди, которые просто мало едят, но особенность их метаболизма такова, щитовидная железа или что-то еще. Вот реально то, что называется, понюхал, поправился. Вот Мгм. такие. Такие Мгм. тоже есть. И им приходится, к сожалению, гораздо больше физической нагрузки себе давать, потому что у них этот баланс потребления и расхода нарушен. У них малое потребление на выходе становится большим. Либо расход, большой расход, только большой расход может быть адекватным для них. Вот. Ну, есть исследования, которые говорят, что для безопасного здоровья, здорового, как бы здоровой нагрузки безопасной, нужно ходить от 30 минут до часа в день. Мгм. Ну вот к вопросу о спорте, о норме. Если я хожу в зал, допустим, заниматься, либо я хожу на какую-то секцию, футбол, волейбол, там, что-то, заменяю ли я этим физкультуру, именно некое ЛФК, или мне все-таки нужно подключать что-то вот такое, более медицинно направленное, или я тут это Нет, получаю? я думаю, что не нужно специально этим заниматься. Гимнастика, формальная гимнастика, которая вот эта вот разминка, да, вот пятиминутная Да, утренняя, это просто после сна ты немножечко развиваешь, да, растягиваешь свои суставы, чтобы чтобы они тебя не проснулись, сильно да. беспокоили. В ней нет какого-то глубокого сакрального смысла. Но когда ты начинаешь для того, чтобы проснуться, стоять в планке по 40 минут, ну, это тоже как-то странно. Это больше так издевательство немножко на самом деле. Вот Мгм. если полноценно к этому подойти. Я уж не говорю о смыслах, да, но в целом. В 5 утра проснуться, пойти на турник, там, Ну, до почему? безумия. Можно сходить, получить от этого удовольствие. То есть Ну, это все-таки вопрос больше удовольствия, а не конечно. здоровья, значит, Ну, такие. конечно. Ну, вот тот же футбол. Ну, какая у него спортивная составляющая? Ну, я активный физически Ну, вот я тебе благодаря футболу. расскажу такую вещь. Есть такое понятие в нашей медицине Мгм. травматологическое, оно пришло с Запада. Есть такое понятие, называется, звучит как weekend warriors. Мгм. Переводится на русский, это воины выходного дня. Вот это я, воин выходного дня с пузиком небольшим или большим, лысинкой. Вот я сижу там в своем офисе, ну, допустим, я не врач, а инженер или Мгм. там юрист какой-нибудь, ну, просто начальник какой-нибудь, да. Сижу в своем офисе, пью кофе периодически и от подчиненных ругаю. Мгм. Раз, два, три, Мгм. четыре, пять. Вот. А в пятницу или там в субботу вечером с друзьями мы договариваемся, арендуем поле и гоняем футбол. Мгм. То я целыми днями ничего не делаю, а в воскресенье гоняю футбол. Это доставляет мне удовольствие. Полезно? Ну, в целом, да, плюс-минус. Есть ли вред? Да просто катастрофа. Они все Мгм. получают травмы. Мгм. Самый частый разрыв
ахиллово сухожилие – это достаточно тяжелая травма. Это травма, при которой с очень большой редкостью мы получаем полное восстановление. То есть можно сломать ногу и полностью восстановиться. Например, ахиллово сухожилие может не восстановиться полностью никогда. Самая частая причина – это субботние или воскресные футбольные, баскетбольные, теннисные матчи. Это потому что резко произошло, без Потому что плавного подготовки, да? внезапно, без должной подготовки сухожилий, мышц, плюс добавляем немножко возраст, плюс добавляем немножко образ жизни, там кто-то курит, кто-то еще там как-то губит свое здоровье. Добавляем туда срочность, отсутствие разминки. Ну, вот он сидит в своем офисе, да, вот он сидит, и, допустим, в пятницу вечером его позвали поиграть в футбол. Ну, допустим, или там в субботу. Вот он в субботу со своей дачи поехал, едет через эти пробки, опаздывает. А таких вот толстячков, рундучков, как он, на это поле футбольное человек 200 в этот день. Потому что все хотят в субботу. И никто не собирается ему просто так сидеть его и ждать. Вот у вас час, будь добр, отыграй час. И он прилетает в портянке, быстренько носки, гетры, залетел и давай бежать вперед. Ну, он неплохо бегает, у него там, несмотря на пузико, там, на кривые ножки, хороший бег, хороший удар. Он когда-то, может, занимался. Но у него вообще нет эластичности, он ничем этим не занимается, у него нет. У него там, возможно, какие-то вредные привычки, которые тоже отрицательно влияют. Например, риск порвать сухожилия у курящих пациентов в несколько раз выше, чем у некурящих. В силу нехватки каких-то... В силу нарушения микроциркуляции чаще всего, потому что никотин, он влияет на мелкие сосуды очень сильно. То есть недостаточно кровоснабжения происходит в этих местах. Да, ну вот для понимания, в некоторых странах, в России пока, к сожалению, кстати, тоже, может, законодательно к первому вопросу, в некоторых странах они прямо на законодательном уровне предписывают пациенту отказаться от курения перед хирургией. Либо пациент все риски, касающиеся незаживания раны и так далее, берет на себя. И это у них утверждено. То есть это как бы в твоих интересах брать, брось, или там сгниешь заживо. Ничего хорошего в этом нет. Вот. И это, конечно, влияет. Это очень даже влияет. Вот что касается вот этого футбола, да, о котором мы говорили, бойцы выходного дня, они получают удовольствие. Но этим людям, например, я бы очень рекомендовал гимнастику иногда, да. Ну, не можешь ты в зал ходить, лень тебе, да. Ехать тебе далеко, живешь ты на Рублевке. Где-нибудь в этом, не знаю, где, в раздорах живешь. Вот тебе с работы в 7 часов выехал. Какой зал? Мне поехать поспать. Хотя бы утром тогда встал, 5 минут зарядки. Вот ты как спортивный травматолог, то есть профессиональный спорт – это прям 100% история, когда ты гнобишь свой организм? Ну, профессиональный спорт бывает разным. Ну, вот условно, когда ребенка отдают в 6 лет, и он там 25 Ой, я такого сейчас могу порассказывать. Ну, смотри, профессиональный спорт жесток. Все вот эти вот красивые кадры соревнований, там теннис, фигурное катание, футбол, что-то еще. Случай 1 из 1000, типа, условно. Да. За историю успеха одного, история проблем тысяч и тысяч людей. И им нельзя что-то предъявить. Почти всегда это нереализованные мечты их родителей. Вот какая-нибудь там тетка, ну, окей, не вырезай слово тетка, как бы женщина. Вот она смотрела, как Ирина Роднина в каком-то там, в 68-м, не знаю, в каком-то году, в 72-м, что ли, раз, нет, в 74-м, по-моему, раз и взяла золото Олимпиады. И она блестяще просто на катке все это. И она маленькой девочкой попросила маму: мама, хочу фигурное катание. Но фигурное катание
это не просто покатиться, да, то есть если ты хочешь добиться успехов, особенно в советское время, где фильтр был жесточайший Мгм, просто, мгм, если хочешь добиться успехов, ты должен быть антропометрически в этой среде. мгм, мгм, У тебя должны быть особенности твоего организма такие, что твои связки, скорее всего, не порвутся, в отличие от других, которых порвутся при этом. Мениски не треснут, хрящи хорошие и так далее. То есть сочетание большого количества факторов. мгм, И даже у этих людей из тысячи, там, 10, допустим, да, и среди них только один избегает всех этих проблем и мгм, становится реально большим чемпионом. Вот так построен. Он очень жестокий. И вот мама там не реализовала, и она все, в дочку она должна реализоваться. Вот у нее дочка, все, она будет фигуристкой. Меня не волнует. У меня не получилось, потому что моя мама не уделила мне мгм, внимания, не мгм, купила мне красивые коньки или не определила меня вот к самому крутому тренеру, там, какому-нибудь. Я определю сейчас свою к Тарасовой и там, не знаю, к Винер, если гимнастики. Все, и точно будет разрыв. Я неспроста говорил о том, что есть там 10 тысяч занимающихся и мгм, один чемпион. Куда-то этим 10 тысячам занимающихся они занимаются лет до 20. мгм. Потом только приходит осознание, что как бы, ну, может, что-то другое лучше. В институт поступить или куда-то еще. Им надо куда-то деваться. И многие из них становятся тренерами. И они никуда не могут деться. Я сейчас опять очередной ящик Пандоры открываю. Меня там закидают тухлыми помидорами, не говоря ни о чем более неприятном. А, И они вынуждены этой маме, мечтающей, рассказывать, какой у нее золотой ребенок, чтобы она ее таскала на все их турниры, которые приносят им, скажем так, удовольствие, покупать ей спортивную одежду в аффилированных разных там местах, платить за сборы в кибитке в Забайкалье, а сбор будет стоить, как будто тебя отвезли на Сейшелы, да, Мгм, мгм. на ракете. Сейчас он такой, этот спорт. Сколько ребят сейчас занимаются хоккеем? Ну, кстати, вот в Ингушетии. В Щас, да, Ингушетии есть есть. хоккей. То есть он начал, там есть школа этого, как его, Фетисова. Мгм. По-моему, Фетисова же, да, Фетисова. Она там вот на Физический. въезде в Магаз. Магаз, да. Есть ледовая арена. Да. И, в принципе, антропометрически ингуши подходят для хоккея. Мгм. Потому что, ну, вот особенно, ну, может кто-то обидится на меня, но как есть говорю, я ни одного же, наверное, видел. А, Центр тяжести чуть ниже, таз чуть ниже, Мгм. чем условно там славянского населения, Это да? устойчивость. Да, поэтому Мгм. борьба легко дается, Мгм. Мгм. легче дается. Ну, устойчивость, да, скорее, может, даже остойчивость, Мгм. можно было бы это назвать. И в хоккее это важно. Хорошо держаться на ногах. Ты более мобильным становишься. Мгм. Да, крепкие руки, все это хорошо, но если тебе интересно, просто в интернете посмотри на быстрых нападающих в той же НХЛ, там, старой Мгм. школы. Там нет вот таких качков огромных, как этот Овечкин. Там Мгм. есть реально достаточно стройные ребятки, худенькие, я бы даже сказал, которых там 74 килограмма при росте 1,70 м. Ну, как бы это Мгм. качки такими Да. не бывают. Да. А, И у нас есть потенциал. Главное теперь включить его правильно, да, то есть найти людей, которые загорятся этой идеей. К сожалению, не очень среди ингушей распространена эта тема про Мгм. хоккей. Мгм. Почему-то, я уж не знаю. Ну, точнее, я Ну, догадываюсь, а так почему. не было особо. И не только поэтому. Дело в том, что в борьбе очень просто. Извиняюсь, можно Да. там в исподнем этим заниматься. Да-да-да. А А хоккей, хоккей да. история довольно дешевая. На самом деле, если ты хочешь профессионально, чтобы твой ребенок занимался хоккеем, это влетает в серьезные деньги Мгм. ежемесячно. Не Мгм. даже как бы я говорю, что серьезные деньги, а как бы я Мгм. человек, который могу А там в средний Ингушетии класс. там. В Ингушетии еще сложнее этим заниматься. И то можно было бы это спонсировать. И то огромное количество бесплатной, гуманитарно фактически отдающейся экипировки есть. Мгм. Ее можно найти на всяких Авито, она продается. Но дело даже не в этом. Нет, правильно это сказать, престижа
этого момента. И в этом плане меня очень порадовал мой там один родственник с фамилией, как у меня, Магомед Башир. Ему удалось выбиться немножко в хоккее. Он пока не звезда, и, возможно, какой-то суперзвездой НХЛовской он и не станет. Мы не знаем, как пойдет дальше. Все в руках Всевышнего. Но он и в Канаде поиграл, и там заявил о себе, и капитаном в своей команде был. Надо что сделать? Надо, как я считаю, министру спорта, может быть, взять его и там повозить по школам, попоказывать, там, порассказывать. Взять Эрнеста Инаркиева, который шахматист наш, такой достаточно известный, там на пике достаточно высокие позиции занимал, с большим удовольствием ездит, там играет, обучает и так далее. Тот же Аздоев поучаствовал в сборной на чемпионате. По футболу? По футболу, да. Это известный человек и так далее и тому подобное. Сразу футболистов появилась плеяда целая. Да. Ну, люди увидели, что вот, можно вот так вот, кстати, развиваться. Это же тоже... Да, это одна из возможностей вытащить парнишку из категории слоняющихся в категорию чем-то занятых. Потому что занятостью сложно у нас там, к сожалению. Кстати, к вопросу о видах спорта. Вот на твой взгляд, есть ли понимание, сложилась ли картина, что вот есть вид спорта, который менее травмоопасный, более полезным? Условно, я вот слышу, что вот большой теннис, он подключает все тело, и он очень полезен в целом. Знаешь, как это... Есть выражение, которое приписывают Черчиллю, что я благодарен своему долголетию спорту, потому что я никогда им не занимался. А есть еще и выражение, не знаю, кому приписывают, что здоровому человеку спорт не нужен, а больному противопоказан. Любой спорт может привести к травме. Вообще, может быть, разве что, кроме шахмат каких-нибудь или там стендовой стрельбы. Я имею в виду стрельбы. Хотя тоже все может быть. Есть болезнь спускового крючка. Защемляется сухожилие. Такое тоже есть. Казалось бы, спорт, теннис, да, ты говоришь, вот он там крутой и так далее и тому подобное. Очень частая причина вывиха в голеностопном суставе. Теннис. У всех практически теннисистов хотя бы когда-то болят вот эти места локти. Локоть теннисиста так и называется. И в зависимости от доминирующей стороны у них у всех есть проблемы с плечом. Бейсбол. Что там ударил битой. Там то же самое, руки. У них вообще очень странная история с плечом, особенно у бросающего пинчера. У них рука назад заходит очень далеко, прям практически ложится горизонтально. А вот в эту сторону все, дальше они не могут. И это у них норма. Хотя внутри там все просто разрушено. Автомобильный спорт, казалось бы, там можно так попасть, что будь здоров. Можно и не травмой, а вообще чем плохим все закончится. Да. В любом спорте это возможно. А ты что можешь сказать насчет стретчинга? Это я вообще слышу, что ключ вообще к здоровой старости или что-то вот такого. Растяжка, условно говоря, постоянная. Почему вообще встает вопрос о растяжке? Скажи нам. Вот сам подумай. Чтобы свободно двигался сустав. Вот смотри, мы час здесь, правильно? Да. Там с копейками. Час с копейки мы с тобой сидим вот в этом положении. Не встаем, не идем никуда. Ты уже сейчас встанешь, чуть потянуть спину, засиделся немножко. Малоподвижность завязана на статичном положении каком-то. И очень много такого. И, естественно, вот я вот так сижу, все, у меня вот так вот капсула уже немножечко утягивается, понимаешь? Ее сложнее вытянуть. Если ты в гипс человеку локоть закатаешь на 2 недели, через 2 недели он уже не может ее до конца разогнуть. Тяжело, больно. Даже больно, я бы сказал. Да. И здесь то же самое. То есть у нас очень много вынужденных неправильных положений. Сидение не очень правильное положение для нас вообще в целом, для людей. Я имею в виду долгое сидение. Там понятно, что присесть, посидеть на корточках, это ничего такого нет. Но если ты по 6 часов сидишь, 8 часов сидишь, а я уж не говорю о том, как мы сидим, как работать. Ты работаешь за компьютером? 8 часов за Работаешь? компьютером сижу, да. Где? Дома?
Или Нет, в офисе. В офисе. Да. А ноутбук? Что? На ноутбуке, Ну, на компьютере. на лаптопе? Не, на стационарном. А вот огромное количество людей работает на лаптопе. И чем он моднее, тем лучше. Угу. Что такое лаптоп? Это клавиатура вот здесь, фиг знает где. Далеко от тебя. Экран вот здесь. Ты же не поднимешь его высоко. Вот такое вот положение. Да. Вот такое вот положение. Да. Какие-то положения сверхстранные. А сейчас лаптоп – это основное оружие работы всех людей, потому что он с собой мобилен. Страшнее нет штуки, которая нам вредит. Очень простые советы, ничего особенного. Экран, верхняя половина экрана на уровне глаз. Так должно быть. Потому что большую часть, 99% времени мы смотрим на верхнюю половину экрана. Хорошо, 80% времени. Так и быть. Потому что вниз иногда поглядываем, когда там рабочий день закончится. Да. То есть на уровне глаз верхняя часть экрана. Вот условно экран, половинка. Вот эта вот половинка верхняя на уровне твоего поля зрения. Клавиатура. Высота стола такая, что когда ты руки кладешь на клавиатуру и на мышку, 90 градусов. Вот так вот, да, и плечи не пришлось поднимать. Вот этого чтобы не было, потому что это приводит к карпальному туннельному синдрому. Желательно пользоваться клавиатурой, которую можно пододвинуть правильно, а не лаптоп, к которому ты вынужден тянуться. Либо его положить рядом с собой и тогда вот так сидеть. Ну, как-то не очень логично. Кресло желательно сидеть 90 градусов, соблюдая изгибы. Анатомичная, эргономичная, с подушкой под поясничный подпор. И каждые 40 минут, а лучше каждые полчаса вставать, 1-2 минуты походить. Мало кто делает. Мало кто делает. Ну, это несложно научиться этому. Есть вот эти вот всякие модные вещи, там работа стоя и так далее. Да. Но стоя, на самом деле, длительное статическое положение тоже не самое полезное. Ну, хорошо, наверное, комбинировать, если я правильно понимаю. Ну, вообще, в идеале хорошо не работать. Постоянно за каким-то дисплеем вот в положении. Вот, какую-то иметь более подвижную работу. Ну, это уже как у нас получается. Возможно, вот эти все модные, знаешь, из кино, где там Тони Старк такой. Как у него там компьютер назывался? Джарвис. Джарвис, да, там вот эти все. Да. Вот Очень динамично. Да, вот это было бы круто, модно, да. Все работает. Поэтому он так здорово выглядит. Тони Старк, да? Да. А, кстати, ты говорил про туннельный синдром. Мне кажется, тоже это начало появляться из-за того, что ты много сидишь за компьютером. Я думал купить себе вертикальную мышь. Это поможет хоть как-то? Да, это уменьшает нагрузку, потому что формирование туннельного синдрома играет... Вот, именно вот эта вот история работает, когда локоть свисает. У нас очень часто на мышке локоть свисает, потому что мы ее в конце концов сюда... А я думаю, из-за того, что это перекрещивается, вот эти вот две кости, и там происходит. Нет. Туннельный синдром, как это, прикладная ортопедия. Хотя она может даже не ортопедия, а скорее неврология, потому что туннельный синдром за счет зажатия нерва. Если мы говорим о карпальном туннельном синдроме, потому что туннельных синдромов на верхней конечности, как у дурака фантиков, как говорится. Вот здесь вот косточка, выступ. Вот здесь вот ты можешь на себе прощупать. Вот. Между ними мягко проваливается. Вот в этом мягком проваливании находятся, если подвигаешь вот так пальцы, вот эти вот вены находятся, сухожилия. Сухожилия, да. И вместе с сухожилиями здесь проходит нерв. Он называется срединный нерв. Сверху это все, внизу все это имеет костное дно, а сверху зажато связкой, чтобы вены не выходили из этого. И когда мы очень сильно напрягаем руку, вены перенапрягаем в не очень выгодном положении, этот нерв местами начинает сухожилиями защемляться. И защемляясь, в нем начинают проявляться процессы нарушения кровообращения, скажем так. И он перестает выполнять свою функцию. У него здесь две функции у срединного нерва. Чувствительная вот на этих пальцах и двигательная на вот этой вот мышце. Поставляющий большой палец. Холод в пальцах начинает. Холод, ночные боли, снижение чувствительности. И самый важный тест – это на 2 руках сравнивать вот эти вот мышцы. Ну, для себя, самотест, да, self-тест. Если ты видишь, что он начинает худеть, что вот это вот микоточки вот этой нет,
пропадает. Но это уже беда, это нехорошо. То Это есть, срочно она должна оперировать. быть упруга здесь. Да, ну, мясо Ага. должно быть, скажем так. Мясо. Там мышца хорошая, мощная мышца, которая нас отличает от Обезьян. приматов. Да. Это так еще проверяет готовность мяса. Стейка? Да. Прошарки. Ну, есть Да. такое, да. Да. У меня вопрос по поводу всяких ортопедических аксессуаров. Тоже какое-то, мне кажется, сумасшествие такое происходит, если загоняться. Ортопедические подушки, 30-килограммовое одеяло, растопырки для пальцев, Ну, все эти штуки. 30-килограммовое одеяло, Ну, это 20, это вообще не к ортопедии. нет, да? Нет, Ага, это это исключительно из области психологии. Говорят, что ощущение обволакивания помогает глубже погрузиться в сон и Ага, лучше ага, высыпаться. ага. А вот эту Так же, подушку... как блэкаут шторы, да? То есть, действительно, когда ты полностью исключишь все источники света в Мгм, комнате, ты засыпаешь через минуту, мгм. две. Ну, наверное, да. Но есть вот эта, допустим, подушка между ног, которая вот это, вот, когда ты спишь, аппликаторы Кузнецова, Лепкова, да и все эти штуки, это все-таки больше маркетинг или это нужная история человеку? Ну, давай так. А, Ортопедическая подушка, если по-честному так, она не нужна. Но не потому, что ортопедическая подушка не нужна, а потому что, в принципе, подушка не нужна. Мгм. У тебя дети есть? Нет. Нет. Когда детки появятся, ты увидишь, они без подушки прекрасно спят. Да. Ничего им не мешает, отлично высыпают, чувствуют себя хорошо. И мы спали бы без подушки очень хорошо. Но вот эта вот наша вот офисная позиция, которая Мгм. со школы начинается, выводи эти черточки в тетрадке 500 раз. И Мгм. вот это положение. Оно вынуждает наш шейный отдел позвоночника искривляться. Появляется, может, слышал, вдовий горбик. Мгм. Есть такой вот бугорок Да. из фиброзно-жировой ткани. Мгм. Он появляется из-за изгиба позвоночника избыточного между шейным и грудным отделами. Дальше шейный еще раз вот так выгибается. Мгм. То есть лордоз шейный, потом изгиб такой в верхней части грудного отдела. И мы без подушки просто, получается, не висим в воздухе. Мгм. Мгм. Когда ты лежишь на боку, можешь посмотреть. Положи руку свою под голову, тебе ее вот так хватает. Подушка не нужна. Мгм. Потому что когда мы лежим на спине, руку трудно, неудобно, Да. тяжело. Вот. Это единственное, почему в конце концов начинает требоваться подушка. Как правило, я и по своим детям могу сказать, и по другим замечаю, примерно с возраста 7 лет им уже с подушкой легче спать. Они просят ее. Мгм. Школа началась. А сейчас раньше будет, потому что планшет Мгм. целыми Мгм. днями. То есть Вот. есть смысл отказаться от нее вообще? А не Либо получится. уже будет... Да, а дальше ты уже выбираешь, какая подушка тебе удобнее, с какой удобнее спать. Смысл ортопедических подушек знаешь в чем? Мгм. Не в том, что у нее есть вот этот вот Мгм. двугорбый этот верблюд, двугорбый Да. изгиб. Как это? Почему у верблюда два горба? У верблюда два горба, потому что жизнь борьба. Эм, Он, честно говоря, ничего не значит, он никак не влияет ни на что. Мгм. Как правило, ортопедические подушки сами, ну и некоторые не ортопедические, ну, в смысле, не вот этой вот странной формы Мгм. подушки делают сейчас из другого материала, из Да. вот этого пенистого, который Да-да-да-да. принимает форму головы, с ним просто приятнее спать, удобнее спать. И самое главное, синтетики реже заботятся клещи, Мгм. Мгм. клещи, Да. вот эти вот бельевые, Да, полевые которые клещи. причина аллергий, Мгм. Мгм. части заболеваний верхних дыхательных путей, дерматитов и так далее. То есть ей хорошо, если оно у тебя есть, но оно, по сути, не Ну, вообще, обязательно. ортопедическая подушки, как правило, на 99,9 они все синтетики, Мгм. и вот эта вот вся история многоножечная, она там практически не заводится. Ну вот у меня на самом деле постоянно болит шея. Я это пенял на подушку там и так далее. Я, правда, не знаю, в чем причина, но там может Причина быть очень всякое. простая. В твоей деятельности, в твоей работе за компьютером. Мгм. Больше никакой. Неправильно. Если ты не можешь поменять работу, ну, вот так Мгм. сложилось, да, то тогда тебе нужно поменять свое отношение к своему состоянию. Не оставлять на самотек, а разыскать таки массажиста, и пусть там периодически просто приводит все в порядок. Мгм. Правильно, Мгм. мышцы заставляют работать, чуть снижают нагрузку, ну и плюс самостоятельно делать какие-то упражнения. На самом деле их не так много, они не такие сложные. Это ходьба, как сказать, высокомерная ходьба, назовем ее так, когда ты
макушку свою как будто Тянешь, бы да? вверх Да, да, пытаешься да, да, воткнуть да. в потолок Знаю именно такое. макушку. И второе, когда ты прислоняешься к стене, пятки, ягодицы, лопатки, плечи, Мгм. руки, голова. Полностью плотно. И стоишь. Мгм. Ну, звучит легко. Постой минуту. Потом поговорим. Я, кажется, пробовал, да. Ну, там Да. через 5 минут уже так достаточно. 5 минут это надо еще потренироваться. Мгм, мгм. Достаточно уже так сложно. И это влияет, это помогает осанке. Помогает. У Нормально. нас организм, нам Всевышний дал такую чудесную вещь, что он, как несмотря на все усилия врачей, выживает и справляется. Мы его так Мы уничтожаем, сами, что да, даже сами страшно уничтожаем. Да. становится иногда. Есть стельки ортопедические, у них и эффект Но бывает тут согласен, тут как-то медицинский. индивидуально вот что-то Есть такое. и приспособления, которые при травмах, они помогают, там, фиксаторы, бандажи и так Какие-то далее. корсеты. Да. А вот аппликаторы, там, аппликаторы почему-то, не знаю почему, не нашел объяснения. Кузнецова, ну, здесь рефлексотерапия. Мгм. Это другая история. Как она работает, мы пока не знаем, но вроде как работает. Почему я думаю, что работает? Это там наблюдение мое очень простое. Есть стопа. Мгм. Мы же не делаем ничего стопой. Да. Как бы она нам нужна только, чтобы стоять. Правильно? И в стопе чувствительность ее подошвы, подошвенной части пальцев обеспечивается большеберцовым нервом, который идет по задней поверхности вот Мгм. здесь. Мгм. Он толщиной чуть едва ли не с мой мизинец. Это уже конец человека, да? То есть там как бы не нужны провода вот такой толщины, чтобы Мгм. питать деревню на 5 человек. Понимаешь? Соответственно, вся эта чувствительная зона почему-то так... Ну, я, конечно, немножко перегнул, что он с мой палец, но он Ну да, я там понял. 4 миллиметра в диаметре. Мгм. Извините, седалищный нерв там 8 миллиметров в диаметре, а он там всю ногу нашу иннервирует. А тут чисто чувствительный нерв, ну, там он чуть-чуть влияет на мышцы стопы, но не радикально. И этот чувствительный нерв, ну, хорошо, по-другому. Он не сильно чувствительный, он там во многом двигательный, но в основном чувствительный. И вот этот чувствительный нерв, маленький вот этот кусочек нашей Плоть. кожи иннервирует. Зачем нам эта чувствительность? Что она нам дает? Для чего она нужна? Это рефлексогенная история. Если ты посмотришь, поинтересуешься, там, посмотришь китайские какие-нибудь всякие по Мгм. акупунктуре, руководства и прочее, ты увидишь, что на руке там 20 точек, условно, опять же говорю, а на стопе 90 точек Мгм. рефлексогенных. Мгм. Вот насколько все им может иметь значение. И насколько важно то, что мы отучились ходить босиком. Мгм. Не пользуемся этим, не развиваем свою вот эту историю. Может быть, поэтому тоже у нас ползет все, что касается опорно-двигательного аппарата. В Не целом, на говоря о самом деле, плоскостопиях и я же правильно прочих. понимаю, что у нас проблема с обувью в целом у всех. Вот это вот, когда у нас пальцы вот такие вот зажаты. Сейчас вообще Да. тренд идет на вот эту вот обувь ластообразную. Ну, не ластообразную, Вот там такой достаточно просто, чтобы палец первый прямой палец, был, да? большой палец был прямой, да. Мгм. Ну, например, там часть известных достаточно производителей там кроссовок, Мгм. допустим, они, в принципе, практически всегда такие вот выпускали с вот Мгм. таким вот небольшим изгибом. Правильным, да, для пальца. Но как бы мы этим ни пользовались, мы не включаем именно вот эту вот рефлекторную историю. Она просто отключена. Мгм. Носок. Все. Кстати, я вот сижу, уже неоднократно я вот голову хрустеть шею. Это вообще плохая история? Неплохая, не хорошая. Мы пока Никакая. не имеем Я просто когда-то понимания слышу... вреда этого действия. Другое дело, что оно может быть отображением процессов не очень хороших. Да? Чаще всего это процессы, связанные точнее, это изменения, связанные с дегенеративными процессами в мелких суставах Мгм. шейных. Не Мгм. между позвонков, где диск. Диск не будет щелкать при движении. Ну, за исключением некоторых жизнеугрожающих Мгм. состояний. А вот маленькие суставчики рядом, дугоотростчатые так называемые, они могут щелкать. Считается, что щелчок там в пальцах, он за счет хлюпания пузырьков Пузырьков, да. углекислого газа, хотя, честно говоря, не очень уверен, и это не до конца не доказано. Мгм. И вред этого тоже не очень как бы известен, щелканье. Но вот в шее скорее это не из-за углекислого газа, Мгм. а именно из-за того, что часть связок и мышц, они там очень мелкие в шее,
они просто высвобождаются при этом движении, расслабляются, Мгм. вытягиваются и перекатываются через костные выступы, давая этот звук. А что касается вот этих щелчков, есть известный факт про то, что один раз Иг Нобелевскую премию, знаешь, да, такую, Это который одной Шнобелевская, рукой? Шнобелевскую знаю, да. Когда а, человек одной рукой щелкал, да, да, всю жизнь? 60 лет. Да, всю жизнь. 60 лет. Да. А второй не 60 лет. щелкал. Мама ему сказала, он с детства, там, с 5 или 6 лет одной не щелкал, а другой каждый день щелкал. Абсолютно одинаковые руки. Просто одна Зачем? правая, другая левая. Вот единственное их Это просто, различие. чтобы доказать, что мама не права. Да, назло бабушке отморожу себе уши. Да. Есть вопрос по поводу... Сейчас тоже большой тренд на мануальных терапевтов, когда вот тебя вот ломают, выщелкивают все из тебя. Это Я нормальная резко практика? отрицательно к этому отношусь. Это плохо. Выщелкивать, ломать нехорошо. Да, я знаю, что они некоторые моменты, некоторые маневры мануальные, они оправданы такие, есть И кое-какие. молотком выбивает Нет, позвонки. молотком ничего не выбивать не надо. А, Любое сиюминутное ощущение, оно всегда сиюминутное. Ты Мгм. не повлиял ни на какой процесс к этому, который привел, ни на что другое. Просто так подвывиха позвонка не бывает. Существует состояние с вывихом, но это уже патология, молотком ее не вправишь. А если начнешь вправлять, ты сделаешь человека инвалидом. Мгм. А вот то, что там называют подвывихом позвонка, это немножко не так. Мгм. Там немножко другие процессы, и облегчение наступает не из-за того, что вправился позвонок, Мгм. а из-за того, что локально возникло, а, назовем это шоком для мышц Мгм. локальных. Если видел, то они там подпрыгивают обычно, Да, эти люди, у конечно. которых там руки их Мгм. отнимаются на время. А бывает похоже, что человеку душа покинула и вернулась просто. Вот, вытряс душу. Не знаю, может быть, что-то через 10, 15, 20 лет откроется, и на меня будут смотреть там после этого интервью и говорить: дурак, видно же, очевидно, что там это какая-нибудь система сработала. Но думаю, что вряд ли. Но тренд на всяких остеопатов, мануальных терапевтов, он есть. На самом деле там тоже есть здравое зерно в том, что они делают. Действительно, кое-какие даже техники я сам использую. Они никогда не связаны с тем, чтобы что-нибудь выдернуть, вывихнуть, Мгм. вытащить. Это не полезно. Это что-то too much, как говорится. Мгм. А у меня есть, финальные, так сказать, традиционные вопросы. Кем ты мечтал стать в детстве? Никем. Путешествовать. Путешествовать. Да. Профессий, профессиональных каких-то мыслей не было. А, Какой бы ты совет дал ингушам, будучи ингушом? Первый совет, м, ну, он, к сожалению, вообще я единственный совет дал бы, но он, к несчастью, немножко не перекликается с тем, что принято. Мгм. А он очень простой. Найдите себе занятие. Хорошее, богоугодное, полезное занятие, ради которого вы как раз-таки поучились в институте, а не так, как бывает у нас частенько. Я говорю как есть, что все, поучился в Москве, Мгм. поотдыхал, да, Да, потусовался, да, все, да, давай есть домой. такое. Зачем тогда вообще затеивать всю эту историю было? Оставь его, пусть он где-нибудь там закрепится. Все будет хорошо, не переживай. Тебе шестой сын с образованием и без работы дома не нужен. Спасибо.